Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Результативные итоги и развитие производственных мощностей. Глава Якутии провел рабочую встречу с генеральным директором группы «Полюс». Вместе к комфорту жители поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района реализовали проект по программе поддержки местных инициатив. Преодолеть 4500 километров в условиях Крайнего Севера стартовала масштабная экспедиция «Пути великих свершений» Якутск-Тикси. Глава Якутии провел рабочую встречу с генеральным директором группы «Полюс» Алексеем Востоковым. Стороны обсудили итоги десятилетней программы модернизации и развития производственных мощностей золотодобывающей компании в Алдане. За этот период производство золота выросло почти в 2,5 раза, до 11 тонн. В якутские активы вложено почти 84 миллиарда рублей. Только в 2025 году более 27 миллиардов. Существенно выросли и налоговые поступления. Группа «Полюс» продолжает внедрять современные технологии, последовательно ведет геологоразведку и создает задел на будущее. Утвержденный прирост запасов южной группы месторождений Куранакского рудного поля – серьезная основа для дальнейшей устойчивой работы предприятия. В Якутии мы реализуем ряд стратегических проектов, которые позволят нам удвоить объем производства золота. Помимо этого, регион является нашим стратегическим партнером в части социального развития. Мы инвестируем в социальную инфраструктуру и стараемся сделать жизнь жителей республики как можно лучше. На участке автодороги Амга временно ограничит движение транспорта. Движение будет запрещено с полуночи до 7 утра 27 марта. Решение принято в целях проведения профилактических работ. Водители просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Республиканский штаб «Вместе к победе» продолжает работу по обеспечению военнослужащих необходимым оборудованием. Во взаимодействии со службой спасения республики непрерывно направляется в зону боевых действий, отправляют технику, гуманитарную помощь и адресные посылки бойцам. Так, с начала этого года доставили 48 единиц техники, 120 тонн груза наземным путем. Кроме того, делегации муниципальных образований региона периодически выезжают в зону СВО для личной передачи посылок военнослужащим из Якутии. В первой половине апреля перед закрытием речной переправы планируют отправить продуктовые наборы ко Дню Победы. Отзыв со стороны населения республики сегодня он твердый, уверенный, и именно с таким подходом сегодня мы, комиссия «Вместе к победе», готовы создавать все организационные условия и идти вперед. Пользуясь моментом, хочется поблагодарить жителей нашей республики за системную помощь Северо-Восточного фонда помощи и поддержки Донбасс. Уверен, что в год единства народов Российской Федерации Республика Саха-Якутия покажет свою сплоченную работу, и будем работать на результат. Победа будет за нами. В Сунтаре в рамках нацпроекта распахнул свои двери Центр здоровья. В едином центре созданы все условия для организации диспансеризации населения, прохождения медосмотров. Также здесь будет забор необходимых анализов. Будет удобно как для жителей, так и для медработников. В скором времени ожидается поступление нового современного оборудования. Сейчас медицина требует, чтобы каждый человек сам заботился о своем здоровье, и чтобы не превратить в хроническую форму заболевания, мы выявляем при диспансеризации факторы риска, и уже центры здоровья работают с этой категорией лиц, чтобы их здоровье было под чутким контролем, и чтобы каждый человек знал, какие факторы риска вызывают хронические заболевания. Вместе к комфорту жители поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района реализовали проект по программе поддержки местных инициатив. Улицы Юбилейная и Береговая теперь освещены. В поселке успешно реализуются проекты в рамках программы по благоустройству населенных пунктов ППМИ. Общий уровень освещенности поселка составляет 70%. В прошлом году по программе поддержки местных инициатив в поселке Нижний Бестях было реализовано 3 проекта, одна из которых – это освещение улиц Береговая и Юбилейная. На текущий момент уровень освещенности улиц в поселке достиг 70%. Это важный шаг к созданию современной и безопасной среды для всех жителей. Это улица Юбилейная и улица Береговая. Общая протяженность сетей
освещение 1400 метров. Установлено 42 опоры. Сумма контракта составила 2 миллиона 186 тысяч. Ну, по освещению всех старых улиц, наверное, без учета многодетных кварталов, еще не освоенных, процентов 70 освещено. А если брать в учет, конечно, эти новые участки, то процент небольшой. Ну, и там как бы еще не освоено совсем. Жители поселка сами выступили с инициативой, поддержали проект на голосовании и помогли на этапе реализации. Результат не заставил себя ждать. Теперь по вечерам на этих улицах горят яркие фонари, делая прогулки и поездки безопаснее. Собрали деньги на это участие, где-то около 66 тысяч было. Окраина поселка это улица Береговая, поэтому вот много детей и рабочих по этой улице ходят и идут в школу, поэтому очень удобно стало. В этом районе очень тяжело идет сейчас система интернет. Ростелеком, конечно, поставляет, но кого-то очень мало. Поэтому вот люди интернетом, вот, живя в поселке Нижний Бестях и в таком вот центре, да, сейчас интернет у нас вот именно вот таких далеких кварталах, микрорайонах очень, так бы сказать, слабые. Администрация поселка также подчеркивает важность таких инициатив для создания комфортной городской среды и повышения уровня жизни в поселке. Освещение улиц стало одним из шагов к улучшению инфраструктуры поселка. Работа по установке освещения на оставшихся участках в рамках следующих этапов программы поддержки местных инициатив будет продолжена. Гульнара Мосова, Мегина, Кангаласский район. В лаборатории ветеринарной службы Усть-Алданского улуса в штатном режиме работает 11 специалистов. Помимо лабораторных исследований посевом бактериологических культур, в самой лаборатории разводят баранов, кроликов, мышей и морских свинок. Выращенные культуры вводят животным для выявления патогенности болезней. Насколько лабораторные животные устойчивы к заболеваниям, исследования помогают быстро найти заболевания у животных и эффективно их лечить. Ветеринарная лаборатория осуществляет диагностику болезней животных, да, ветеринарно-санитарную экспертизу продукции кормов и воды. Мы здесь проводим анализы, да, биохимические, бактериологические для постановления диагноза, контроля здоровья и профилактики инфекций. Сегодня из Якутска стартовала масштабная экспедиция пути великих свершений Якутск-Тикси. Путешественники отправятся по сложному маршруту через Хандыгу, Тополиное, Батагай, Верхоянск, Усть-Куйгу, Найбу и финишируют в Тиксе. Общая протяженность пути около 4500 километров. Весь маршрут участники преодолеют на отечественных автомобилях УАЗ-Патриот. Это не только проверка техники на прочность в условиях Крайнего Севера, но и демонстрация возможностей российского автопрома в экстремальных условиях. У экспедиции есть важная задача – исследовать перспективы развития транспортного коридора Нижний Бестях-Батагай-Найба. Это может открыть новые возможности для логистики и экономики региона. Я не первый раз в экспедиции, но вот именно в таком составе, в зимней экспедиции впервые, поэтому очень интересно посмотреть, как живут люди на северах, какие здесь дороги, какие условия для техники, для людей. Поэтому я думаю, что здесь впечатлений будет каждый день, каждый километр, просто неимоверное количество. Я рад, что в составе такой команды, таких опытных исследователей, историков, географов удалось совместить и путешествие, и работу свою на канале Якутия-24. Сылгы-Итарская средняя школа имени Александра Явловского отмечает солидный юбилей – 95 лет со дня основания. Учебное заведение, открытое в 1931 году в Тала-Кёле, в 30 километрах от поселка, ведет свою историю от первого учителя Александра Николаевича Явловского, ветерана педагогического труда и тыла, почетного гражданина города Среднеколымск. Сегодня педагоги учреждения успешно сочетают традиции с инновациями, активно внедряют современные технологии, а их ученики демонстрируют все более высокий уровень подготовки, в том числе на традиционной научно-практической конференции «Явловские чтения» и на состязаниях районного и республиканского масштабов. В школе в данное время обучается 41 обучающихся. У нас есть кружки, спортивные секции, творческие студии. Мы активно внедряем современные технологии, проектную деятельность. В нашем коллективе ценят индивидуальность каждого ученика, поддерживаем инициативу и самостоятельность. Мы уверены, только сочетая уважение к прошлому и открытость будущему,
можно воспитать поколение, способное менять мир к лучшему. В столице республики идет подготовка к забегу наследников Победы. Мероприятие во второй раз объединит собой любителей спорта в рамках программы поддержки местных инициатив. «Помним, гордимся, благодарим» планирует охватить порядка 2000 человек, в том числе и 250 детей. В этом году мероприятие пройдет со 2 по 8 мая. Участников ожидает 4 этапа по разным маршрутам. Среди них Кангаласы-Тулагина, Марха-Маган и Табага-Хатасы-Пригородный. Финальной же точкой встречи атлетов станет Якутск. Легкоатлетический забег приурочен к празднованию Дня Победы и нацелен напомнить о подвиге, совершенном нашими предками. Мы должны помнить своих предков, да, поэтому это очень хорошее мероприятие будет. Мы приглашаем всех жителей города Якутска, чтобы в этом забеге участвовали. И это весна будет, очень теплая погода будет, поэтому надеемся, майские праздники, встреча весны будет отрадной, если мы этот забег проведем в высшем организационном уровне. В Амге стартовал чемпионат Якутии по волейболу среди женских команд первой лиги. По итогам соревнований 6 лучших попадет в финал 9-х спортивных игр народов, которые пройдут в Нюрбинском районе. В чемпионате принимают участие женские сборные команды районов, не выступавшие в высшей лиге в этом сезоне, а также команды, занявшие 7 и 8 места по итогам чемпионата высшей лиги 2026. Всего за медали поборются 13 женских команд со всей республики. Чемпионат является квалификационным этапом к 9-м спортивным играм народов Якутии и определит команды, которые получат право выступать в высшей лиге в следующем сезоне. Соревнования продлятся в многофункциональном зале имени Николая Захарова-Сахачча до 29 марта. Здесь проводится отбор в следующем году на игры народов Якутии в Нюрбе. 6 команд отобрались из высшей лиги. Здесь принимают участие 13 команд. К сожалению, из-за отсутствия средств команда Нирингери, которая заняла 7-8 место в Нюрбе, сюда не смогли приехать. Приехала команда Намского Луса. И, соответственно, здесь собралось 13 команд. И из них 6 команд получат путевки в Нюрбу. На этом все. До встречи в итоговом выпуске новостей.